Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Новые партии бизонов и овцебыков увеличили число обитателей плейстоценового парка, уникального научного эксперимента на севере Якутии, поселок Черский. О смелой научной гипотезе, достигнутых результатах, расширении биологического разнообразия Крайнего Севера и перспективах борьбы с климатическими изменениями мы поговорим сегодня с гостями студии Никитой Зимовым, директором плейстоценового парка, и Еленой Чернышковой, исполнительным директором благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Никита Сергеевич, Елена Павловна, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем, наверное, с истоков. Как вообще появилась идея организации плейстоценового парка, на чем она основывалась? Идея плейстоценового парка родилась еще в 80-е годы, и она принадлежит моему отцу Зимову Сергею Афанасьевичу, ученому-экологу, который уже тогда начал первые эксперименты по заселению животных в нижнем течении реки Колымы. Тогда была завезена партия якутских лошадей, которые в 88-89 году жили на ограниченной территории и за счет выпаса влияли на растительность. Потом, когда Советский Союз развалился, проект был свернут на несколько лет, и вот уже в 1996 году вновь возродился, и тогда правительство Якутии выделило нам территорию земли, где-то 160 квадратных километров. И с тех пор мы постепенно начали ее огораживать и завозить различные виды животных, адаптировать их и следить, как животные влияют на растительность, а растительность, соответственно, в свое время влияет на экосистему в целом. Но территория Нижней Колымы была выбрана не случайно. Ну, здесь была привязка, потому что у нас на территории Нижнеколымского района, возле поселка Черский, находится наша научная станция, Северо-Восточная научная станция, которая была основана еще в 1980 году как часть Тихоокеанского института географии и Дальневосточной академии наук. И поэтому, соответственно, смотрели территорию поближе там. Но север Якутии, конечно, выбран не случайно, потому что это зона мерзлоты. И второе, это зона высоколедистой мерзлоты, которая называется местное название Едома. Это территории, где в толщах мерзлых находится огромное количество органического углерода и льда. И это те как раз осадки, которые сейчас, если климат продолжит теплеть, в случае таяния будут приносить наибольший урон как локально людям, так и глобально за счет выброса парниковых газов. А как случилось так, что вы решили пойти по стопам своего отца и продолжить эту деятельность? Ну, он меня еще на первом курсе, когда я был в университете в Новосибирске, учился на математику, он приехал и сказал: не хочешь ли ты после окончания университета вернуться на север, на научную станцию, заниматься исследованием, развивать парк и научную станцию. И так как я, в принципе, всегда с большой любовью относился к северу, и мне нравились эти места, и я чувствовал, что в этой работе есть какой-то, перспектива и какой-то, смысл общий, даже не только для себя, но и в целом для людей, и что это социально полезная работа, я тогда согласился, но с тех пор придерживался плана. Как сейчас выглядит парк, какие животные там находятся? В настоящий момент у нас огорожено 20 квадратных километров общая территория, и это место является домом для нескольких видов травоядных, то есть это овцы, быки, бизоны, часть которых мы привезли вот как раз буквально в этом году, северные олени, якутские лошади, лоси, двугорбые верблюды, ну и также какие-то более домашние виды, как калмыцкие коровы, козы, овцы. Буквально вот недавно привезли, да, несколько бизонов из Дании и 14 овцебыков. Да, это была на самом деле очень сложная экспедиция, многоходовая. Мы закупили 24 бизона в Дании, завезли их через Венгрию, где они прошли карантин, в Смоленске растаможили, потом довезли до Новосибирска. В Новосибирске животных разделили на две части. Первую часть мы отвезли на Ямал и отдали в природный парк Нгиор, где взамен мы отловили 14 овцебыков. А первая партия бизонов продолжила движение к нам в плейстоценовый парк по дорогам через всю страну, через Байкал, дальше мимо Якутска, через Нижний Бестях и на Магадан. И где-то вот в 400 километрах от Магадана мы повернули на север, и в 100 километрах есть небольшой поселок Семчан, где животные были погружены на баржу, и вот по Колыме 1500 километров животные были доставлены в парк. А овцебыки в это время, как раз с карантина, тоже были вывезены с Ангелора и транспортно поехали в другую сторону. Они поехали в Архангельск, то есть на запад нашей страны, где они были погружены на пароход и судном в течение где-то 20 дней добирались северным морским путем к нам в наш местный морпорт, и откуда мы их тоже забрали и доставили в парк. Ну вот они приехали вот буквально уже, наверное, меньше недели назад мы их выпустили. Животные прибыли сюда по какой-то программе, может быть, кто-то оказал поддержку?
Ну, здесь, наверное, будем передавать Елене слово, как раз представитель фонда Андрей Мельниченко. Елена Павловна, расскажите, как сотрудничает благотворительный фонд Андрея Мельниченко с Плейстоценовым парком? И когда началось это сотрудничество? Ну, мы знали уже некоторое время назад про Плейстоценовый парк, и как раз вот в этом году у нас открылось новое направление в фонде поддержки научных исследований в сфере именно климата, именно в сфере изучения климатических изменений, которые происходят, и вот как часть вот этого процесса большого глобального потепления. И мы, конечно, не могли не обратить внимания на этот замечательный проект, и вот связались, пообщались, договорились о сотрудничестве, и вот уже все вот последние партии бизонов, о которых рассказывает Никита Сергеевич, они уже при поддержке, при партнерстве фонда происходят. И у нас большие планы на несколько лет вперед сотрудничества. Вот сейчас достигнуто соглашение о сотрудничестве в течение 10 лет, 10-летнего горизонта. И для фонда Андрея Мельниченко очень важно не только вот такая природная, такая ландшафтная часть этого проекта, а вот его результаты. А мы, конечно, хотели бы, чтобы в результате этого проекта фактически был реализован научный эксперимент по созданию решений, как можно предотвратить или замедлить глобальное потепление. И действительно, вот тот ландшафт, который будет создаваться, он будет более эффективен с точки зрения поглощения углерода и парниковых газов, и недопущения того, чтобы после таяния мерзлоты они тоже поступали в атмосферу. И на самом деле, действительно, если вот гипотеза научная подтвердится, сейчас у нас есть такие косвенные, вот Никита Сергеевич скажет более подробно, может быть, есть какие-то ожидания и промежуточные результаты, что это может работать так. Но научная гипотеза заключается в том, что вот этот новый ландшафт пастбищный, в котором много травы, такой травяной панцирь, можно сказать, он является более эффективным с точки зрения сохранения вечной мерзлоты. И если нам удастся придумать механизм, который сохраняет от таяния, предохраняет вечную мерзлоту, то мы избавим нашу страну и на самом деле большую часть мира от существенных проблем, которые происходят в ходе глобального потепления во время таяния. Вот если мы такое решение сможем в результате проекта произвести, мы будем очень рады его представить всему миру, это решение. И как фонд Мельниченко мы будем очень рады, что мы такой вклад вот в решение глобальных проблем человечества внесли. Это действительно удивительно, когда такая маленькая точка находится на карте, о ней мало кто знает в мире, но тем не менее здесь делается большое дело. Скажите, Елена Павловна, вы сами-то вообще впечатлены тем, что увидели в парке? Я, конечно, впечатлена, и мы вот уже некоторое время с Никитой Сергеевичем очень активно общаемся и по рабочим вопросам в том числе. Ну и вообще-то надо тут признаться, значит, сделать важное признание. У меня географическое образование. Я закончила географический факультет МГУ и почти никогда не работала по профессии. Но у меня вся семья связана с этим факультетом и, в принципе, с наукой географии. И вот сейчас, работая в фонде, в благотворительном и просто управляя несколькими программами, у меня есть возможность погружаться именно в климатическую, такую географическую повестку. Это, конечно, огромное наслаждение, потому что я вспоминаю свое образование, я читаю книги по климату в настоящий момент. То есть, конечно, это производит очень большое впечатление. Когда я впервые услышала про проект «Плейстоценовый парк», я подумала, что это какая-то научная фантастика, что так не бывает. Вот. И тут же у меня возник соблазн пообщаться с учеными, со знакомыми, просто узнать, а что они про это знают, насколько это вообще может быть правдой. И какого же было мое действительно восторг и удивление, когда я услышала много позитивных откликов про проект «Плейстоценовый парк». Мы уже проводим и серии научных семинаров на эту тему, и мы хотели бы, фонд Андрея Мельниченко, это такое сейчас точка притяжения для целого ряда ученых-климатологов. Мы организуем регулярный климатический семинар. И вот для нас очень важно, чтобы и проект «Плейстоценовый парк» занял достойное место вот в ряду других проектов российских, которые как раз касаются вот созданию механизмов работы вот с климатическими изменениями. Ну и, конечно, мы хотели бы на международную аудиторию этот проект представить. Ну, я думаю, здесь дело только во времени. Рано или поздно об этом все услышат, и действительно аудитория станет еще шире. Никита Сергеевич, скажите, а вот за 20 лет существования парка можно ли говорить о каких-то изменениях в экосистеме? Удалось ли добиться того результата, который был запланирован? Ну, смотрите, безусловно, мы просто даже визуально видим
воздействия животных на экосистемы. И то, что мы доказываем своей работой, что вообще такая традиционная модель, что вот есть, условно говоря, Солнце, которое влияет на планеты, в планете климат, климат влияет на растительность, растительность влияет на животных. А мы показываем, что и обратное тоже верно, что у нас животные влияют на растительность, растительность в свою очередь влияет на экосистему, а экосистема в свою очередь может влиять на климат. И вот это та часть работы, которая является достаточно важной, и мы, вот, если приедете вы в Плестецкий парк, вы увидите, что территория, где живут животные, выглядит совсем не так, как территория за пределами парка, и как она выглядела там 20-25 лет назад. И мы видим, что у нас гораздо плодороднее травы, у нас больше углерода в почве, у нас плодороднее почвы, и ландшафт выглядит совсем по-другому. А насколько климат сегодняшней тундры севера Якутии соответствует условиям территории Плейстоценового парка? Смотрите, ну вот когда 15 тысяч лет назад были большие стада животных, они же были на огромных территориях. То есть мамонтовая степь была и в Испании, и в Англии, и на Новосибирских островах, и в Канаде. Эта экосистема существовала в широченном диапазоне различных климатов. И вопрос, эта экосистема исчезла не из-за климата, а из-за воздействия человека, который нарушил баланс, снизив численность животных, поддерживая низко достаточно долго. И здесь, соответственно, современный климат для этих животных более чем подходящий. То есть у нас в парке есть вот те же бизоны, которые у нас уже первую партию завезли, первую там 4 года назад. И они уже 3 года живут полностью самостоятельно, приносят потомство и никак не нуждаются в человеке. То есть даже в современных низкопродуктивных системах какие-то виды могут жить. И они, по мере того, чем дольше они живут, тем лучше. То есть они сами формируют себе среду, в которой они живут. Но, тем не менее, какие-то сверхзадачи все равно возникают. Ну, вообще у нас сверхзадача создать крупнейшую, богатейшую в мире экосистему, которая будет настолько мощной и богатой, что позволит нам влиять на климат, и так или иначе позволит человечеству устойчиво жить и развиваться, то есть просто за счет формирования пастбищ, за счет формирования более богатых почв, потому что для людей вопрос пропитания это все-таки, знаете, первоочередной. И сейчас, когда наша цивилизация зависит от нефти и газа, это одна история, но когда-нибудь эта история закончится, и нам нужно будет искать устойчивые пути развития для нашей цивилизации. И вот мы хотим сказать, что у природы есть чем поучиться. Но вот сейчас в последнее время поднимается вопрос о том, что мерзлоту уже принято называть многолетней, а не вечной. Так ли это? Ну и многолетние это и льстят. Безусловно, климат теплеет, и климат теплеет в Арктике в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. И вслед за температурой воздуха растет и температура мерзлоты. И действительно, уже сейчас во многих местах в нашей стране видны невооруженным взглядом результаты таяния вечной мерзлоты. И в районе Якутска это особенно видно. И у нас на севере мы тоже можем это наблюдать, и мы видим, что температуры растут. И это действительно такая большая проблема, и она как локальная проблема для местного населения, так это и глобальная проблема. И если есть какие-то способы замедлить таяние мерзлоты, естественно, им надо пользоваться. И мы своей работой показываем, что как раз пастбищные экосистемы, то есть через эффект вытаптывания снега, позволяет почвам промерзать зимой гораздо сильнее, и это предотвращает мерзлоту от таяния. Елена Павловна, теперь, пожалуй, вопрос к вам. Учитывая, что Плейстоценовый парк планирует расширяться, можно ли здесь говорить еще о том, что будет какое-то развитие внутрирегионального туризма, помимо того, что наукой занимаются в этом месте уже более 20 лет? Вот я бы сначала сказала про то, что, я не знаю, можно ли назвать это научным туризмом, это, наверное, не туризм, но вот одна из наших целей, фонд Андрея Мельниченко специально, вот мы договариваемся и договорились уже с Плейстоценовым парком, нам хотелось бы создать на базе Плейстоценового парка прямо такое место, такую площадку для работы разных ученых. Это могут быть международные ученые, ученые из российских научных центров, из университетов, потому что это действительно уникальное место в замечательной республике Саха-Якутия. И, во-первых, уникальная природа и уникальный природный эксперимент. И нам хотелось бы, чтобы разные люди, а не только вот в научном центре, в котором Никита Сергеевич работает, они могли бы приезжать в этот парк и проводить свои научные эксперименты и свои наблюдения осуществлять. Соответственно, вот программа «Минимум» привлечь туда ученых. Вот. А программа «Максимум», конечно, должна быть в том, чтобы и там не только журналисты, но и обычные люди, которым интересна эта тема, могли бы доехать до парка и
посмотреть, как это бывает на самом деле. Потому что вот, например, парк Серенгети в Африке, который сейчас, наверное, единственный такой крупный известный парк международный, который вообще-то тоже представляет собой вот эту самую пастбищную систему, это, конечно, абсолютно популярное туристическое место. И люди туда действительно там десятками тысяч, там сотнями тысяч приезжают. Но здесь, во-первых, есть вопрос транспортной доступности, во-вторых, есть вопрос погоды, да, и, ну и, наверное, вот надо сначала обеспечить научную повестку вопроса, а потом заниматься развитием туризма. Хотя вообще перспектива развития туризма – это очень хорошая идея. Да и звучит это на самом деле очень интересно. Хочется там побывать, чтобы увидеть все это своими глазами. И, наверное, завершающий вопрос нашей с вами беседы. В ближайшее время состоится научная конференция в Дубае, где будут представлены последние исследования по работе в плейстоценовом парке. Да, давайте я несколько скажу слов, и Никита Сергеевич дополнит. Мы, как фонд Андрея Мельниченко, мы уже несколько лет участвуем в этой конференции. Там наши компании, наши аффилированные компании. И мы хотели бы представить проект «Плейстоценовый парк» и на самом деле Республику Саха-Якутия как такое место, вот, действительно, в котором проводится вот этот уникальный научный эксперимент. И хотели бы сделать это действительно на этой большой международной конференции. Эта конференция называется КОП-28, она происходит уже в 28-й раз. И это абсолютно главная климатическая конференция в мире. То есть ежегодно собираются страны на очень высоком уровне, и это под эгидой ООН происходит. То есть это действительно такое место, где решаются вопросы вот, как бы сказать, климатической глобальной повестки вот всей планеты. Вот. И что нам важно? Вот фонд Андрея Мельниченко хочет, чтобы в России силами Плейстоценового парка, других таких же проектов уникальных, вырабатывались вот решения, которые могли бы действительно предотвращать глобальное потепление или хотя бы его замедлять. Вот, соответственно, мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы именно этот проект представить, потому что проекту уже есть что сказать. Это не просто идея, он уже существует несколько десятков лет. За ним стоят сильные известные в мире ученые. Это вот как раз Сергей Афанасьевич Зимов и Никита Сергеевич Зимов. И мы хотели бы, чтобы международная научная общественность про это узнала. Никита Сергеевич, у вас, может быть, есть что дополнить? Ну, вообще хочу сказать, что, в принципе, последние годы тема ревайлдинга и вот это решение глобального потепления за счет именно природных инструментов, она набирает популярности. И на самом деле идея парка достаточно уже хорошо известна за границей. Есть большое количество ученых-союзников у нас во многих странах, которые бы хотели развивать подобные проекты у себя или поддерживать их, соответственно, у нас. Поэтому здесь, я думаю, что уже на самом деле достаточно большая работа сделана. И выступление Плейстоценового парка на столь значимой научной конференции – это, конечно, огромная честь для нас. И мы с большим энтузиазмом смотрим вперед. Ну что ж, Елена Павловна, Никита Сергеевич, благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо, что нашли для нас время. И хочется пожелать, чтобы вот работа благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Плейстоценового парка продолжалась, может быть, не только в течение 10 лет, а 20. И, конечно, ждем научные открытия, которые вы будете готовы нам предоставить в самое ближайшее время. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.